Во-первых, я хочу поблагодарить в первую очередь от себя лично, от дирекции нашего конкурса и от всех участниц нашего проекта Республику Татарстан за уникальную возможность окунуться действительно в мир татарской культуры, окунуться в нашу историю и увидеть все те сокровища, которыми богата республика. Конечно же, это Казань, в которой мы провели все эти дни, проводя наш полуфинал. Это величественный Булгар, в котором нам повезло побывать и который покорил сердца наших участниц. Это Иарский район со своим гостеприимством, с незабываемым праздником коня, на который мы попали. И я считаю, что это тоже для нас большая удача. Ну и, конечно же, я хочу поблагодарить Всемирный конгресс татар за поддержку и за то понимание и гостеприимство, которое каждый год оказывает нашим девушкам. Что касается того, что конкурс проходит уже в 9-й раз, и с 2015 года, как вы помните, он был региональным, а с 2016 стал международным. Конечно же, конкурс меняется его география, она расширяется. И в этом году из 27 принявших в полуфинале участниц, 6 из них были из-за рубежа. Это Узбекистан, это Кыргызстан, Украина, Швеция, Азербайджан, Казахстан. Остальные девочки представляли регионы России. И что самое главное, что с каждым годом, благодаря тому, что популярность конкурса растет, уровень подготовки наших участниц тоже растет. Действительно, девушки наши, благодаря нашим активистам на местах, в регионах, приезжают уже более подготовленными. Уровень знаний и истории, и литературы, уровень знания языка достаточно высокий. Ну и, конечно же, то мастерство, которое они показывают на кулинарном конкурсе, на конкурсе рукоделия, тоже высокое. И видно, что девушки готовы. То есть это уже нет случайных участниц. Есть уже, мы видим целеустремленность, целенаправленность и очень высокая заинтересованность в участии в этом конкурсе. Что хочется сказать, что, конечно же, если мы отлистаем назад 9 лет, и сегодня, сидя в этом зале, уже 2019 год, мы говорим о том, что наш проект из конкурса таланта и красоты, он вырос в большой образовательный проект. Потому что на протяжении того времени, которое участницы готовятся к нашему проекту, а это минимум где-то месяцев 5 и 6, то есть это не только красивое шоу, которое мы видим на сцене, это большая работа, которая длится несколько месяцев. Конечно же, знания и умения, которые они приобретают, с ними остаются на всю жизнь. Ну и, конечно же, то, что наш проект теперь стал еще и объединяющим проектом. Этот проект объединяет наши регионы, в которых проживают татары, и теперь уже объединяют и зарубежные страны. И я считаю, что это большое достижение, потому что вокруг этого проекта объединяется молодежь. И самое главное, все выпускницы, как мы говорим, нашего конкурса Татар-Кызы разных лет, а их уже несколько сотен, можно сказать, даже уже почти 1000, они являются уже на местах организаторами подобных молодежных проектов, татарских проектов у себя в регионах. И они являются инициаторами, они являются активными членами наших татарских организаций. Вокруг них объединяется молодежь. Они ищут новые формы работы с молодежью. И вот я считаю, что это огромное достижение. Победительницу будет венчать вот такой вот головной убор. Он выполнен в городе Златоуст золотых деломастерами по эскизам казанской шапки, которая хранится в оружейной палате в Кремле, в городе Москва. Вот такие вот тарели памятные Татар-Казе, тоже изготовлены методом со золотой гравюры. Получит каждая участница. И, конечно же, гран-при, как обычно, уже стала традиция, это будет автомобиль. По традиции целый год победительница должна будет ездить на таком автомобиле с логотипом нашего конкурса. Ну, конечно же, наши спонсоры, партнеры и друзья приготовили очень много других подарков для всех финалисток. Это будет и косметика, это будет бытовая
техника, и оргтехника и остальные призы, которые мы еще пока держим в секрете от наших финалисток.